не подготовил какую-либо речь, не заготовил какие-то тексты. Хочу просто открыто с вами побеседовать, чтобы это мероприятие было реальным диалогом на равных. Диалог на равных, никаких рамок, только свободное общение и интересные вопросы. Главный спикер Адам Альсаков, руководитель комитета по делам молодежи. Сегодня он не только рассказывает о деятельности ведомства, но и в первую очередь подчеркивает важность молодого поколения в развитии социума. Мне нужна реальная отдача от таких встреч. Я должен понять, что хочет наша молодежь, наши добровольцы. И в свою очередь должен рассказать вам, какие планы, идеи есть у нас, чтобы мы могли совместно прийти к их решению и улучшению этой ситуации. Сферы деятельности, в которых можно увидеть работу специалистов, самые разные: добровольчество, трудоустройство, грантонаправление. Оно, как отмечает руководитель комитета, одно из самых важных. 5 первых мест и 1 миллион 640 тысяч рублей общий призовой фонд на Всероссийском молодежном форуме «Машук». За счет грантовой политики очень много ребят, которые смогли развить свой проект, проекты, которые уже реализуются и существуют на сегодняшний день. Есть такие проекты, как и «Путь ремесленника», есть проекты «Сохрани культуру», «Ритмы гор» и так далее. Они, проекты направлены на развитие туризма, они до сих пор реализуются и довольно-таки успешно тиражируются. А по направлению грантовой политики у нас довольно-таки очень хорошие показатели. Мы можем с уверенностью сказать, что мы были одним из лучших, даже, может, самый лучший на форуме «Машук». В этом году у нас «Машук» был 2 смены и был всероссийский. От нашей делегации выехало за 2 смены 36 человек. И мы лидируем по количеству грантов и по количеству победителей. Среди грантополучателей Мухаммед Мальсагов. Его проект, направленный на сохранение и популяризацию кулинарных традиций ингушского народа, набрал максимальное количество баллов. Это первый опыт парня в грантовом конкурсе. Активист советует не бояться своих идей и действовать. Если они видят какую-то проблему, которая может быть и со временем более глобальная, то им просто нужно обратиться в комитет по делам молодежи. Они им помогут правильно поставить цель, правильно расписать. И если получится, иншаллах, они получат грант на реализацию. Волонтеры, медики, культура, экологи, добро НГУ. На сегодняшний день в Ингушетии более 10 молодежных организаций, которые направлены на улучшение жизни в республике. С их деятельностью сегодня знакомят ребят и объясняют, что нужно сделать, чтобы примкнуть к движению. К примеру, российские студенческие отряды функционируют на базе Ингушского государственного университета. Организация занимается временным трудоустройством студентов очной формы обучения. В 2021 году они с помощью КДМ устроили на работу несколько сотен молодых людей. Там 5 направлений основных – это сельскохозяйственный, сервисный, строительный, педагогический и медицинский. Студент выбирает одно из направлений, и когда у нас бывают какие-то вакантные рабочие места, мы им присылаем и далее их трудоустраиваем. Вот, так как у нас организация только недавно начала свою деятельность, ввиду этого у нас немножечко застой, но мы будем работать и будем присылать побольше вакантных мест, договариваясь с нашими подведомственными организациями в республике. Диалог на равных – это уже вторая встреча, запланированная комитетом по делам молодежи. В первый раз студенты университета встретились с главой Ингушетии Махмуд Али Калиматовым. Тогда руководитель региона общался с молодыми людьми около 2 часов на самые разные темы. Хава Гагиева, Адам Даваков, Новости 24.